31 января 2009 года в республике Коми произошла трагедия. В мирное время в селе Подъельск сгорел дом-интернат для престарелых. Погибли 23 пожилых человека. Особенно больно было от того, что их не смогли спасти. Царство небесное. Свое молитвенное соболезнование тогда выразил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, а по благословению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Петерима во всех храмах республики с тех пор служатся панихиды. Молитва будет звучать вечно. Потрясенные случившимся, жители Подъельска на месте пожарища решили воздвигнуть храм. Случилась беда в 2009 году, 31 января. Был пожар дома престарелых. И вот после этого, по этой страшной трагедии, люди пожелали все-таки построить на этом месте церковь. И вот как бы после этого началось все. Обращения были в епархию. Никто даже не знал, как все это будет происходить. Было очень непонятно все это было. Ну, стараниями людей, многих людей, как бы потихоньку началось. Вот. Нашли подрядчика, нашли как-то деньги. Вот. Много писали, много искали. И начали с Божьей помощи. Эта беда, значит, распространилась, да, вот так сказать, весть о ней по всей тоже республике, по всей России, да, и буквально через несколько дней было обращение местных жителей к епархию о том, чтобы им назначили священника. Многие жители села, беседуя с ними, имели рассуждение о том, что, возможно, эта беда могла произойти из-за того, что там рядышком возле храма, вновь построенного, находится храм Святой Троицы, которому почти 200 лет, где находится котельня. Вот. Поэтому кто-то из жителей связывает это с таким наказанием, так сказать, Божьим. Но, тем не менее, люди обратились к священному руководству, и меня назначили туда духовно окормлять село Подъельск. Приехав туда, конечно, такое состояние было тяжелое, потому что, видя все это, эту всю беду, люди, конечно, жаждут просветления какого-то, стремления к чему-то вот, святому. Вот, работа была, конечно, на непочатый край. Подъельск – старинное село на берегу реки Вычегды. Добротные избы, крепкие хозяйства, многодетные семьи. Из таких крепких старинных сел в обрамлении рек, в окружении лесов и полей и была соткана карта Матушки Руси, над которой возвышались златоглавые храмы. В Подъельске от былого великолепия сохранился чудный храм в честь Живоначальной Троицы. Он был возведен в начале XIX века. Родилась в Подъельске в 29 году, 1 июня. Крестили здесь в церкви. Изменилась вся жизнь-то. Иконы все позабирали, поразрушили, поломали, повыбрасывали, чтобы ни в одном доме даже не было. Вот до чего дожили. И приезжали сюда, приезжали на лошадях, приходили пешком вот из других сел, из деревень. И везут с собой обувь, чистую одежду, переодевались, переобувались и заходили в церковь молиться. Вот, на службу, да, праздники. А в церковь, я помню, такая красота, ажурные ограды. Внутрь зайдешь, кругом цветочки. Там дежурила монашка. Когда служба кончается, мы спрашивались, пустите нас туда, вовнутрь, сюда, чтобы цветочков нарвать. Там цветы росли очень красивые. Она нас пускала, мы цветы рвали. А удавалось и так.
спрашивали, и нас поднимали туда на колокольню. Там была такая лестница, прямо вот так вот, как-то вот так вот поднималась лестница, и по этой лестнице нас поднимали на колокольню. Очень было видать все вот это, в округе все было видно очень. А вовнутрь зайдешь, там такие нарисованные вот все божественные вот эти церковные иконы на всю стену, по вышине, кругом глаза прямо. И оставались они до самой войны. После Октябрьского переворота 1918 года храм был закрыт, священник репрессирован, село, как и тысячи других на территории Российской Федерации, опустело. Не потому ли после жуткой трагедии таким необходимым стало строительство храма и насущной потребность в молитве? Первый раз молодой священник сюда приехал спустя несколько дней после трагедии. Не просто было что-то планировать, глядя на пепелище. Все началось с крещения, конечно. Места не было, где совершать богослужение, и я приезжал туда по воскресным дням, и в клубе, писали мы объявления, и я приезжал на определенное время, люди собирались и принимали таинство крещения. Спустя год нашлись местные жители, которые, так сказать, пожертвовали нам дом, где мы сумели его оборудовать, сделать алтарь, престол, жертвенник. То есть мы имели возможность уже совершать полноценную литургию. Так появился новый приход Русской Православной Церкви. Все время, пока шла строительная эпопея, отец Михаил старался приезжать сюда как можно чаще, чтобы служить молебны, чтобы духовно окормлять тех, кто задумался о своей душе. Каждый теперь это приходит по-своему. У каждого своя история, может быть, я не знаю. Наша история была такова, что мы потеряли сына и пошли в церковь. Мы в то время уже... мы уже ходили в церковь. Но не так часто, может быть, но мы уже тогда ходили в церковь. А вот как началось строительство, сразу включились в это дело, потому что нам было это не безразлично. У нас уже вера-то была. Но то, что вот в течение 70 лет людей отчуждали от церкви, это было. И сейчас, может быть, не сразу же все идут, но потихоньку больше приходит. Церковь к вере. Мы пришли после смерти сына, на 9 после 9 дня все пошли в церковь. Душа и сердце, и все болело, и плакало. И мы с мужем, и всей семьей туда пошли. Нас приняли нас в городе, в епархии приняли, очень хорошо приняли, очень хорошие слова говорили. Чтобы мы никуда, ни налево, ни направо не пошли, а как мы начали свое фермерское хозяйство вести так, чтобы мы также и шли. Я точно помню, как нам там вот так говорили. Вот это горе, это радость, и все это идет вместе. И вы идите никуда, ни влево, ни вправо не спотыкайтесь, а именно идите с Божьей помощью вот так же, как начали. И такие хорошие слова мне тогда сказали, я это на всю жизнь запомнила. И нас всех семьей, у нас 3 детей еще, кроме этого сына, нас всех пригласили, крестили, мы крестились тогда. И с Божьей помощью, с Божьего благословения, вот тогда мы по-настоящему пошли. Старались ходить в большие праздники, в храм. Но у нас в Подъельске не было, но мы ездили в Ульяново, в Ашкурью, старались. Я всегда удивлялся, еду иной раз по нашей республике и смотрю, столько разрушенных храмов. Стоят, то крыши нету, купола нету, крестов нету. Они строились в тяжелое время. Более тяжелое, как сейчас мы с вами живем.
Но тем не менее, люди строили такие храмы. Вот тот же Подъельск возьмем, 200 лет храм стоит, и он будет стоять, и мы его восстановим с Божьей помощью, и будем еще в нем молиться. То есть, конечно, люди смотрели на жизнь немножко по-другому. Ценности были не те, приоритеты ставились совсем другие, не те, что сейчас. Вот. Поэтому, видите, это разрушение, подмена ценностей, и люди чувствуют, что куда-то не туда мир катится, вот, не туда. Ведь в том же Подъельске, беседуя с народом после вот этой беды, трагедии, вот они говорят, что мы не можем дальше так, потому что беда на беде. Люди в речке, там рядышком речка протекает, тонут, люди спиваются, люди без работы, люди находятся в состоянии уныния, отчаяния. И вот эта беда так вот подтолкнула, что вот все, менять все. И вот именно вот это произошла такая перемена в сознании человека. И люди, слава Богу, они приходят в церковь, они молятся, они потихонечку, конечно, но происходит, значит, перемена в людях и правильное направление. Через год, осенью 2010-го, был залит фундамент. Возможно, именно тогда у многих появилась уверенность в том, что церковь все-таки будет построена, а жизнь, несмотря ни на что, станет меняться к лучшему. Крестились уже за 1,5 года, можно сказать, 57 человек в Подъельске, начиная от полугода возраст и кончая пенсионерами, крестятся и мужчины, и женщины, и юноши, и девушки, и школьницы, и отроки, и отроковицы. В общем, работа идет. А самое главное, у нас цель именно поставить, хотя на первое время, часовню, на первое время. После того, как будет часовня идти служба, вот, тогда уже возьмемся за котельную, за бывшую церковь, которую сейчас делали котельной. Ну, потихонечку с Божьей помощью, с нашими молитвами она будет возведена, потому что наши прадеды строили, а наши отцы разрушали. В этом плане лично мой отец, может, даже имел, как сказать, отношение к разрушению этой церкви. Потому что они были большевиками. Лично мой отец, он был здесь пред сельсовета, до этого был пред колхоза в Новике. А вот, как говорится, уже мне, нам, нашему поколению восстанавливать то, что разрушено, было разрушено. Мы сейчас стараемся, пока мы живы, здоровы, пока Господь нам дает возможность словами или делом, или поступками помочь восстановить православие, в частности, в селе Подъельск. Потому что мы не должны только славиться то, что пожаром мы погубили столько людей. Но как получилось, видимо, пути Господни неисповедимы. Видимо, надо как-то было так устроить, чтобы вот эту церковь было видно, то, что вот мы разрушили, вот эту котельную, чтобы открылись, как говорится, вот этот простор, и чтобы мы поставили память сгоревшим часовню. Но мы понимаем, что в деревне не имеет такая возможность, чтобы взять и построить храм Божий. Я обращался и в республиканскую власть, и в местные, районные. Мы писали письма по всей России. Не только по нашей республике, но и по всей России. Сотни, тысячи писем ушли. И люди откликнулись. Спустя 5 лет, на Пасху 2014-го, владыка Петерим осветил новые купола. Они будут напоминать о том, что воскресение Христова – возможность воскреснуть каждому из нас. И Сына, и Святого Духа, аминь. Благодатью Всесвятого Духа, окроплением воды сие священные освящаются кресты и купола сие во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, люди Твоя, и Возлюбленные во Христе, все честные отцы, братья и сестры, поздравляю вас с Пасхой, которая празднуется 40 дней. И мы с вами переживаем сейчас неделю антипасхи, празднующая весело
торжество из торжеств и праздников из праздников. Христос воскресе! Воистину воскресе! Купола и кресты, они осветят всю эту местность. Именно благодать сияния от Христа, благословением и божественным теплом воссияет на каждом доме, на каждом строении этого Богом спасаемого села. И душа села этого будет находиться в храме. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Даже при содействии местных властей осилить такое дело было нелегко. Но священники, как солдаты в армии, полученное задание стараются выполнить. Все-таки не близко. 120 километров отсюда ездить туда, вот, окормлять еще село Подтыбок, еще назначили благочинного меня в Кайгородском районе, и здесь профессор. Конечно, есть нагрузка, есть нагрузка. Есть опасность. Вот я и в аварии попадал, когда ездил по трассе на службу, но тем не менее это меня не останавливает. То есть я стремлюсь к этому, я хочу, чтобы люди принимали крещение, чтобы люди просвещались, чтобы люди понимали все это, приобщать к этому всему. То есть у меня желание. И вот когда такой настрой благой, служить ближнему, вот, то как бы не чувствуется усталости. Возлюбленного Сына именуя, иду, Христе голубине, и средство ваше стоит. Бахтина машина. Я иной раз выезжаю, утром еще темно, вот, еду туда, вот, никакой усталости. Посещаю подъезд, служу литургию, исповедую, причащаю, крещу, потом еду под Тыбок, там служу. Вот, какая-то такая на душе радость, что ли, вот, что я сумел принести туда людям чем-то послужить. Вот, приезжая домой уже, вот тогда я падаю. То есть вот такое вот состояние, то есть благодатное состояние служить ближнему своему. Вещается дар Божий, Тимофей, в имя Отца, Хранителя Сына, Хранителя Святого Духа, аминь. Всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не надо плакать, нет, все хорошо. В имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Все. Аллилуйя, премудрость, какими благословений, Господь посвящение мне, и спасибо глубоюся, Господь, защитник желанный его думал, слышу. Мы ждем отца Михаила каждый вот это, на службу, когда вот большие праздники, это уже стараемся, готовимся всей семьей, и прихожане ждут, исповедаются, причащаются. Вопросы, какие есть, задают батюшка, подходят, спрашивают, если есть на крещение остаются, а потом уже к нам на обед идут. Мы очень рады, мы принимаем, стараемся принимать батюшку. На душу ответить сон, покрой духа тьмы, святым единым омофором. Я однажды освещал там землю под строительство. Местный житель попросил меня. И там тоже трудились кто. И один ко мне подходит и говорит: вы знаете, батюшка, я, говорит, атеист. Я, говорит, не верю в Бога. Я, конечно, мог много чего сказать. Вот. Я сказал только, знаете, есть такой один знаменитый хирург, наверное, знаете, Лука Войнозанецкий, святитель наш.
крымский. И тоже ему задали вопрос. Вы знаете, мы, говорит, летали в космос, и мы Бога там не видели. И он сказал, вы знаете, я столько раз делал операции, и трепанацию черепа и так далее, говорит, там ум не видел. Но это не означает, что его нету. Я ничего не сказал, вы знаете, я только промолчал. Потому что если человек в 50 лет, он не видит проявление Божьего в мире, в себе, во всем, это все проявляется. Видно, что Господь управляет всем, то здесь молиться за него только надо. Но это единица. Это единица. Вы знаете, большее количество людей, они хотят, они верят, они уже первое время пребывания там моего все так смотрели на меня с таким удивлением, там ее подрясники идут. Вот сейчас уже все как бы в своем порядке. Я могу в школу прийти, все здороваются, вот батюшка приходит, то есть люди уже привыкли к священнику, к тому, что у нас храм есть, что идут службы. Мы видим, насколько село преобразуется после того, когда там рождается храм. Люди приходят в храм, молятся. Человеку есть куда прийти, кому сказать, у кого попросить. То есть у Бога, к Матери Божией приходят. И человек совсем становится другим. Потихоньку, как ручейки, человек за человеком, капля за каплей, люди общаются и теснее, становятся друг другу, наверное, добрее. Это старт именно уже в такую, действительно, в другую жизнь, более спокойную, вот, надежную, так, перспективную. И я, конечно, однозначно понимаю, что те, кто прикладывал свои усилия вот к этому храму, это люди, вот, которые верят в добро, делают добро, думают о будущем. Я также от имени власти благодарен каждому, кто принял участие в строительстве этого храма. Очень важно, что этот храм сегодня, он, наверное, будет находить многим успокоение, надежду, веру. И чем больше будет таких людей, тем больше будет спокойнее жить и строить будущее. Церковь осветили в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона изображает Божью Матерь через один из ее ветхозаветных прообразов – неопалимую купину, то есть несгорающий куст. Пред иконой Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина молятся об избавлении от пожара и поражения молний, от лютых бед, об исцелении недугов. И сколько раз она помогала. Матерь Божия – заступница рода христианского. Дорогие братья и сестры, слезы – дар Божий, очищающий наши сердца и измывающий до конца, до корня тот грех, который существовал испокон века и случился на этой богоспасаемой Подъельской земле, где, в общем-то, живут прекрасные, добрые и отзывчивые, хорошие люди, показателем которого и явилось строительство этого прекрасного храма Неопалимой Купине. Дай же Бог, чтобы никогда этих пожаров не случалось в наших домах. А икона Пресвятой Богородицы помогала. За эти несколько лет в Подъельске многие сделали хотя бы первый шаг, чтобы вернуться к своим истокам, обрели веру и надежду.
Это именно те ценности, те духовные сокровища, без которых не мыслили свою жизнь православные предки жителей этого старинного села и многих других сел и городов России.